И сегодня же глава Чувашии отправился в Шумурлинский и Батриевский районы в программе посещения национального парка Чуваш-Вармани, Шумуршинской и Шигырданской школ, других социальных объектов. Ну а первую остановку руководитель региона сделал на полях одного из сельхозпредприятий. Почему именно его решили показать главе республики, уже готова рассказать моя коллега Ирина Николаева. Мы находимся на полях хозяйства «Победа». Наряду с производством зерновых здесь делают упор и на непривычные для нашей республики культуры. Выращивают подсолнечник и сою. Надо отметить, предприятие молодое, работает с 2018 года. И так как оно расположено на юге Чувашии, где температура пусть незначительно, но все-таки на пару градусов теплее, чем в целом по республике, и в основном здесь чернозем, решили рискнуть. Если зерновые занимают 650 гектаров, то так называемые технические культуры еще свыше 400 гектаров. Больше половины из них засеяны подсолнечником, остальные – соя и немного рапса. Интерес к подсолнечнику и сое стабильно растет, отмечают на предприятии. Увеличивается спрос, культуры прибыльные, соответственно, растет и выручка. Главное – выдерживать необходимый уровень масличности. В последнее время цены на масленичные культуры устраивают, и выгоднее выращивать технические культуры, чем зерновые. В этом году планируем собрать где-то порядка 18 центнеров с гектара. В прошлом году он чуть поменьше было, а цены в прошлом году хорошие были, до 60 рублей доходило. Будущий урожай, который аграрии начнут убирать через месяц-полтора, оценил глава Чувашии. При этом в хозяйстве не намерены останавливаться на достигнутом. Здесь планируют увеличивать посевные площади.